Справедливость не восторжествовала. Адам Кадыров не избивал на камеру Никиту Журавеля в СИЗО. Вам все показалось. Полиция РФ отказалась заводить дело в связи с отсутствием события преступления. Сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в России. И добавили, что сделать ничего нельзя. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Снова недоброе утро устроили российские оккупанты Украине. Под ударом российских ракет были 6 областей. Минобороны РФ врет, что поразило военные объекты, а не жилые дома. В Голосеевском районе из многоэтажного жилого дома, где произошел пожар, эвакуированы 52 человека, 8 спасены. 12 человек получили травмы. Скандальный американский журналист и любимец пропаганды записал интервью с Путиным. У него позиция, которая отличается от остальных. Она никоим образом не пророссийская, она не проукраинская, она скорее проамериканская. Дай имя любимого человека мадагаскарскому таракану. В зоопарке Нью-Йорка нет отбоя от желающих поучаствовать в акции ко Дню Святого Валентина. Мы любим говорить, что цветы вянут, шоколад тает, а это останется навсегда. Дорогие подписчики, не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям. Недоброе утро устроили российские оккупанты Украине. Под ударом ракет были 6 областей. Всего силы ПВО уничтожили 44 воздушные цели, сообщил главком Залужный. Это 29 ракет и 15 беспилотников. После атаки на Киев повреждены 2 высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу города осталась без электроэнергии. Там же повреждена магистраль теплоснабжения. На момент записи выпуска известно о 4 погибших, более 20 получили травмы. В Голосеевском районе из многоэтажного жилого дома, где произошел пожар, эвакуированы 52 человека, 8 спасены. 12 человек получили травмы. На месте продолжают работать отряды ГСЧС. В результате пожара на станции СТО сгорело или повреждено около 40 авто. Пожар ликвидирован. На месте продолжает работать ГСЧС. В Николаевской области ракета упала в частном секторе. Один мужчина умер, получив ранение при обстреле, пишет мэр Александр Сенкевич. Повреждены газовые коммуникации, около 20 жилых домов осталось без крыш. Об атаках также сообщали власти Львовской и Днепропетровской областей. По Львовской области пострадал промышленный объект. Сьогодні вся держава пережила масовану ракетну атаку. На жаль, є потрапляння і в Львівській області, місті Дрогобич, промисловий об'єкт. На даний момент загоряння на площі близько 300 метрів квадратних. Дякую величезно Державній службі надзвичайних ситуацій, екстреним службам за те, що гасимо пожежу і ліквідовуємо наслідки. На даний момент немає даних про потерпілих чи загинувших. Також одна з ракет була збита над Стрийським районом. Ну а позже оккупанты пояснили, что горящая высотка в Киеве и разрушенный частный сектор в Николаеве – это были заводы по производству безэкипажных катеров и береговых ракетных комплексов ВСУ, оказывается. Так прокомментировали удары, конечно же, высокоточными ракетами в Минобороны РФ. Глава внешней политики ЕС Боррель встретил утро в киевском бомбоубежище. В целях безопасности туда пришлось спускаться и главе внешнеполитического ведомства ЕС. Он сообщил об этом в социальной сети X, бывший Twitter, и опубликовал свою фотографию. Напомню, что на прошлой неделе лидерам стран Евросоюза удалось сломить сопротивление венгерского премьера Орбана и утвердить экономическую помощь Украине в размере 50 миллиардов евро в течение 4 следующих лет. Начинаю утро в убежище, когда по всему Киеву звучат сигналы воздушной тревоги. Это повседневная реальность храброго украинского народа с тех пор, как Россия начала незаконную агрессию. Российские сенаторы таки проголосовали за конфискацию имущества по делам о фейках и другим статьям УК РФ. Закон расширяет список преступлений, за которые может применяться изъятие имущества, полученного в результате их совершения. Российские избранники еще на этапе рассмотрения законопроекта отмечали, что предлагаемые законом изменения, цитирую, направлены на повышение эффективности защиты национальных интересов в Российской Федерации. Документ вступит в силу
силу через 10 дней после официального опубликования. В России поставлены на поток, просто на конвейер, обвинения в поддержке терроризма, экстремизма и так далее. А это та статья, которая как раз открывает дорогу, вымощенная дорога в ад этими статьями к полной конфискации имущества и так далее и тому подобное. Поэтому здесь совершенно очевидно, что это первая категория лиц, которая попадает под зачистку имущественную денежную зачистку. Ну и следующий шаг уже нас будут там преследовать как пособников террора. Это просто там полшага даже нужно сделать, потому что подавляющее большинство, значительное, вернее, количество, скажем так, объективно, иноагентов, они еще и сотрудничают, обвиняются в сотрудничестве с организациями, признанными террористическими и экстремистскими. А в России это прозвище дается каждой структуре, которая критикует власть. То есть они сразу объявляются экстремистами, террористами. Ну и за любое сотрудничество, даже если ты приехал и выступил с докладом или написал письмо, какому-нибудь там, предположим, в антивоенный комитет или какой-нибудь Вильнюсский форум или там еще что-то, а самые безобидные организации являются террористическими, то ты уже попадаешь сразу под уголовную статью. Главный для российских импортеров банк Китая Чжоу Commercial Bank остановил все расчеты с Россией. Уведомление об остановке операции банк прислал своим клиентам, пишут российское пропагандистское издание «Ведомости» со ссылкой на 3 бизнесменов, а также на финансовых консультантов. По словам собеседников этой газеты, банк прекратил отношения не только с российскими, но и с белорусскими организациями. Российские клиенты банка говорят, что у них срываются сделки. Банк прекратил транзакции как с помощью SWIFT, так и с российской системой и китайской. В самом банке ситуацию не комментировали. Собеседник «Ведомостей» из Ижевска добавил, что Чжоу не единственный банк, который ограничил финансовые отношения с Россией. Другая финансовая организация, одна из 3 крупнейших в Китае, закрыла его компании валютный счет, сохранив возможность переводить деньги в юанях. Но по платежам резко ужесточился комплаенс. В банке требуют подтверждения, что покупатель товара не имел контактов с санкционными лицами и компаниями, что продукция не будет использоваться для нужд оборонного комплекса, не будет поставляться в Крым и так далее. Анонс интервью с Путиным набрал у Такера Карлсона уже более 50 миллионов просмотров в соцсети X. Карлсон, бывший ведущий Fox News, антивакцинатор, приверженец теории заговора и симпатик Трампа и Путина, а также любимчик с недавних пор российской пропаганды. Его интервью с Путиным должно выйти 8 февраля. В анонсе Карлсон пообещал, что оно изменит мир, а российский диктатор расскажет, как он спасает планету от Третьей мировой. Сегодня даже сам Песков подтвердил факт: интервью действительно было. Мы получаем много заявок на интервью с президентом. Но в основном, когда это касается стран коллективного Запада, речь идет о крупных сетевых СМИ, традиционных телеканалов, больших газет, которые никак не могут похвастаться попытками хотя бы выглядеть беспристрастно в плане освещения происходящего. То есть это все СМИ, которые занимают исключительно однобокую позицию. Конечно же, никакого желания общаться с такими средствами массовой информации нет, да и вряд ли в этом есть смысл, вряд ли от этого может быть какая-то польза. Но у него позиция, которая отличается от остальных. Она никоим образом не пророссийская, она не проукраинская, она скорее проамериканская. Но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции вот этих вот традиционных англосаксонских СМИ. Канал «Осторожно, новости» подсчитал: за неделю российские госиздания более 2000 раз упомянули Карлсона, а за последние несколько дней частота упоминаний выросла в 14 раз. Пропагандисты следят за каждым его чихом, какие места он посещал, с кем виделся и что будет делать в ближайшие дни. Я думаю, что все сейчас нужно рассматривать через призму выборов, в США точно, абсолютно, но и выборов в России тоже, но и также, наверное, стоит смотреть на то, что республиканцы и что Дональд Трамп думает относительно возможности переговоров, относительно возможности окончания, так или иначе, окончания войны России с Украиной. Такер Карлсон сейчас выступает скорее действительно как лицо политическое,
и он хочет американской публике представить какую-то некую свой собственный взгляд, свою собственную картину того, что он увидит, и того, что он попробует показать в Кремле, как раз, судя по всему, да, во время этого интервью с Владимиром Путиным. И это давление, в первую очередь, на американских избирателей, поскольку американские избиратели сейчас как раз и пытаются понять, нужно ли эту войну в Украине поддерживать, нужно ли продолжать отправлять деньги Украине, нужно ли выделять дополнительную помощь так или иначе, гуманитарную, военную и так далее. Именно сейчас в Конгрессе происходят все эти обсуждения относительно законопроектов, которые, ну вот вчера очередной провалился, будут снова дебатировать сегодня, будут снова обсуждать сегодня, но невозможно так долго откладывать принятие этих законопроектов помощи Израилю, Украине и Тайваню. Шведская прокуратура прекратила расследование взрывов на северных потоках. По итогу следствие не нашло никаких признаков причастности Швеции и шведских граждан ко взрывам. Прокуратура пришла к выводу, что на этот случай шведская юрисдикция не распространяется, и поэтому расследование должно быть закрыто. Материалы расследования переданы Германии, которая продолжает следствие. Расследование было систематическим и тщательным. Помимо прочего, было проанализировано большое количество движений судов, чтобы понять, что произошло. Кроме того, по данному делу было проведено обширное обследование места преступления и проведено несколько допросов. Всего за $15 любой желающий может дать имя мадагаскарскому шипящему таракану из зоопарка Бронкса в знак любви, ну или же ненависти к любому человеку. Акцию проводят ежегодно ко Дню Святого Валентина. В зоопарке подсчитали с начала кампании в 2011 году более 54 тысяч насекомых получили новые имена, а собрали при этом более $1 миллиона для Общества охраны дикой природы и зоопарка Бронкса. Кроме сертификата с именем, подарок может включать виртуальную встречу с тараканом, а также тараканьи носки и плюшевую игрушку. Это не то, что вы ожидаете получить в подарок. Знаете, это не цветы, это не шоколад. Мы любим говорить, что цветы вянут, шоколад тает, а это останется навсегда. Вы навсегда символически даете имя таракану в зоопарке Бронкса. Похоже, людям это нравится. Они каждый год возвращаются к нам. Эта акция такая знаковая для Нью-Йорка. Ничто так не говорит о нашем городе, как имя таракана в подарок на День Святого Валентина. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или же по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!